Значит, была поставлена задача профессиональной подготовки, профессиональной ориентации молодежи. И начинать эту профессиональную ориентацию надо в школах было. Привлекать в авиацию, значит, ребят, которые уже до того, как выбрать свою профессию, уже были сориентированы, знали, что это такое, и все проблемы, трудности, особенности этой профессии, не только профессии пилота, но и профессии множества других специальностей, которые заняты в гражданской авиации. И вот 12 апреля, значит, был создан клуб «Ракета». Значит, в истоке клуба «Ракета» был начальник тогда еще Сыктывкарской отдельной, командир Сыктывкарской отдельной авиагруппы Кириков Семен Иванович. Значит, и командир Сыктывкарского объединенного авиаотряда Володкин Андрей Матвеевич. Значит, вот они вместе с директором школы Бобиной Галиной Николаевной организовали так называемый, как сегодня говорят, пилотный вариант, значит, клуба по интересам, именно с авиационной ориентацией. Вот с этого и началось. Значит, пригласили нас, молодых, я только закончил институт. Артур Федорович Рейш, значит, он тоже был в истоке работы с детьми, в начале работы с детьми. Он начал работу пилотом самолета Ан-2. И вот и начали работу. Пришли в школу, познакомились, дали нам по классу. Вот. Мы пришли в класс, познакомились с детьми и начали работу. Планировали программы учебные, широкие программы по изучению именно всех направлений авиационной деятельности, и наземных служб, и летных служб, и диспетчерских служб. Значит, и старались охватить полностью весь спектр авиационных профессий и специальностей. Старались не только рассказать, но и заинтересовать. Ну и, естественно, и рассказать о особенностях. Чем отличается бортпроводник от бортоператора, или чем отличается командир корабля от второго пилота. Или как они взаимодействуют в полете. Бортмеханик, бортрадист, штурман. Что делает штурман в полете? Это все они должны знать. А как это в самолет, ну, на экскурсию не ходили? Ну, конечно. Это одно из, ну что ли, важных направлений было не только рассказать на словах, но и дать возможность пощупать и самолет, и побывать в кабине пилотов. Где-то фотография у меня была, где в самолете Ан-10 рассказываю, там во множестве, вокруг множества приборов рассказываю ребятам, что в кабине там самолета Ан-10. Достаточно колоритная кабина. Кроме того, значит, мы даже дошли до того, что в учебно-тренировочном отряде организовали учебные полеты, в кавычках, виртуально учебные полеты на тренажере самолета Ан-2 по так называемой коробочке. Значит, взлет, полет по кругу и посадка на аэродром. Все это виртуально на тренажере, по приборам. И они, я вам скажу, что, по крайней мере, в простейших условиях, которые мы им задавали, это безветрие там, и так далее, самые простые условия, они справлялись с пилотированием самолета Ан-2 не хуже, чем пилоты. Вот. Но, конечно, это было очень интересно, и спасибо большое было, вернее, спасибо большое именно руководству учебно-тренировочного отряда, ну и руководству управления, что они нам это дело позволили, потому что все-таки тренажер — это рабочий инструмент, на котором профессионально готовят летчиков и проверяют профессионально их качество. Вот. А тут детишек посадили.
Насколько уникальный вот это было, вот этот кружок деятельности по стране? Вот. Ну, по стране обобщили опыт, значит, были кружки юных космонавтов, но был упор именно на космонавтику в связи с тем, что, значит, и Гагарин слетал, и другие за ним полетели, и бурно развивалась космическая деятельность, и в стране появились клубы юных космонавтов. Но эта космонавтика немножко дальше от гражданской жизни. А гражданская авиация, она имеет свою особенность. Это отрасль, которая призвана обслуживать население, народное хозяйство и так далее. И так далее. Ну, то есть помимо ракеты были еще где-то вот такие? Не было. Не было. То есть ракета, клуб юных летчиков ракеты в Сыктывкаре, она была организована впервые, и потом, значит, ЦК комсомола обобщила весь этот опыт, распространила, и потихоньку начали появляться подобные клубы и в других городах. Я слышал, даже в ракете была своя форма. Да, конечно, конечно. А что это за форма? Ну как, курточка была, пилотка была, со всеми знаками различия. Пилотка осталась. На фотографии А можно видеть. да, курточка синенькая такая, шире специально, да. Авиационная. Пуговицы остались. Но она, как назвать, авиационного фасона. Нужно Но больше она подходит на современную курточку с поясом. Там, ну, в общем, такая курточка. Синенькая, главное синяя. Материал, конечно, дал шеф, аэропорт, для того, чтобы пошили эти курточки. У нас был организован, значит, спортивно-трудовой лагерь, или спортивный лагерь, может, там труда-то большого не было, в лесу жили, в палатках, на комарах. Вот. Организовали этот, значит, экстремальный вид отдыха для детишек на берегу озера Кайты, напротив находящегося сегодня ЛПК, на той стороне. Красивое, очень живописное место. Значит, было поставлено несколько палаток, и там жили ребята. Утром по горну вставали, бежали, делали зарядку на свежем воздухе, потом купались в озере, потом завтракали, обедали, ужинали. Значит, поварами были учителя и родители некоторые. Так что все было на общественных началах. Руководство было Галина Николаевна Бовина, да нас двое, да вот Сережа. Как фамилия-то пришла? Гаврилов появился. На сундуке нужно. Да. 17 лет. Ну вот, Это вы там, получается, летом, да, проводили время? да, летом. Летний лагерь, да? Значит, нам дали машину, вездеход ГАЗ-63, нам дали лодку с подвесным мотором. То есть все было очень интересно. У нас была радиостанция, по которой мы постоянно связывались с аэропортом, потому что многие родители работали в аэропорту, естественно, беспокоились, как там их дети отдыхают. Это все при ракете было? Все, да, все при ракете. Значит, нас, инструкторов, обучали работе с этими радиостанциями, ну, в общем, все как положено. И мы ежедневно, значит, связывались со службой движения аэропорта Сыктывкар и докладывали об обстановке, все ли здоровы, все ли в порядке, не надо ли чего. Случилась ситуация, когда резко изменилась погода, похолодало, дождик и так далее. Ну и забеспокоились родители. Прилетел один из родителей, Павлюченко, на вертолете Ми-4 с намерением забрать своего сына. Значит, ну, сын согласился, они улетели. А приехал Вертель, секретарь, он был секретарь обкома, если не ошибаюсь. Вот. У него дочка там была, отдыхала. Так вот, он этой дочке привез теплую куртку, развернулся и уехал. Сказал, давай, ты такая же, как все. Вот. А прилетел еще, да, Павлюченко еще сказал, что вот Семен Иванович Кириков просил сына Кирикова тоже лететь. Тот категорически отказался. Я от детей, от ребят никуда не денусь, я буду здесь.
Хорошо, а если вот подвести итог работы, сколько вот из детей, которые прошли этот клуб, связали свою судьбу с авиацией? Трудно сказать. Где-то около или даже больше сотни человек, это точно можно так. Это если очень серьезно напрячь память, то можно вспомнить. Но у меня несколько таких характерных фамилий есть. В частности, вот Сережа Николаев. Вот. У него отец был командиром самолета Ан-10. Вот. К сожалению, разбился здесь под Сыктывкаром. Катастрофа произошла. Но Сережа продлил его, так сказать, династию. И дочка его тоже работала в аэропорту. Так что, ну, можно еще по многим, но надо вспоминать.